Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня пятница, 21 марта 2025 года. Сегодня, значит, с вами в студии я, Зуртан Халтаров, наш гость в студии Сергей и еще гостья, но который не будем называть имени. В общем, удалось мне сегодня, значит, попасть на радио, значит, потому что мы в среду проводили эфир, и было предположение, что я в пятницу не смогу поучаствовать в прямом эфире, но вот удалось, так скажем. И сейчас небольшое, тут даже вот как бы обучение, что ли, будет, я открою вам секрет, что будет, значит, появится на нашем радио, имя радио, белорусскоязычная передача, так что слушайте на волнах скоро. Редакция «Архипелаг Пост Россия». Будем делать альтернативу всяким голосам Америки, Радио Свободы. Продадимся Трампу и будем получать американские денежки на то, чтобы создать по-настоящему информационную программу, которая бы точила основы русского мира, в конечном счете развалила, и Бурятия бы стала свободной. Ты что, Сергей, по этому поводу думаешь? Я очень хочу. Погромче. Я очень хочу, чтобы Россия развалилась и Бурятия стала свободной. Бурятия от Енисея до Амура. А ты представляешь, я так понимаю, дальневосточный регион. Так называемый Дальний Восток. Да. Фактически Маньчжурию, Карафуто. Ну что там, как там настроение? Давай поговорим. Ты вот сегодня мне рассказывал до передачи. Ну, на Дальнем Востоке, как там? Там же ведь ситуация такая, что Дальний Восток это было... Собирают северных корейцев на Дальнем Востоке, их тренируют, а потом отправляют в Украину на войну. Против Украины. А там что за северные корейцы? Это вот прям интеллигенция там, что ли, Это или прям, что? Или там кто там вообще? Северная Корея, какая интеллигенция? Северокорейцы. Украина. И они согласны и едут. Ну, наверное, еще деньги. Северных корейцев, короче, обучают где-то в Бурятии. Крае. Да, то есть там, значит, есть какие-то... Имею в виду, что это не какие-то политические товарищи, а вот такие, знаешь, которые сомневаются в, значит, режиме Чучхе, там вот что-то типа такого. Нет политических. Вообще оппозиции политической. Почему? Там есть несколько политических партий, одна даже религиозная, буддийская. Ну, мы понимаем, что это исключительно формально, потому что кимченыровский, значит, кимовский вот этот режим Северной Кореи, это такая немножко лайтовая версия сталинизма фактически. Нихера лайтовая, она покручивает сталинизм. Сколько лет существует? Не, ну так она, видишь, почему? Потому что семью, вот этот клан кимовский, он достаточно большой сам по себе. И, в общем-то, напоминает даже по некоторым параметрам вот саудийскую систему, когда там тысячи вот этих принцев, да, прямых потомков, значит, вот этого короля Сауда там и так далее. То есть фактически там такая, ну, мощная клановая система. И учитывая, что в свое время идеологически обрабатывать они стали буквально сразу, да, и там население, оно живет вот в таком идеологической обработке, то есть они вот, ну, считают, что они живут в самой лучшей стране, самой передовой, там и все прочее. И, в общем-то, северокорейский режим, он как раз, он отлавливает вот тех, кто, ну, немножко вот, ну, как Навальнята, например, да, то есть представим такую ситуацию, когда Путин отловил бы всех Навальнят, короче, да, и отправил бы вот на СВО, например, вот тут такая же ситуация, то есть те, кто чуть-чуть сомневались в этом режиме, они все там. Нет, скорее не так. Дело в том, что он отправил туда, в Украине воевало 10 тысяч. Вот с первым заездом 10 тысяч. Ты что, хочешь сказать, у них такое количество навальнят? Это невозможно. Подожди, ну, друзья мои, подписчики моего YouTube канала, напишите население Северной Кореи, если я не ошибаюсь, то там почти 38-40 миллионов. Да. Южной Кореи побольше, там миллионов 60 живет. Столько навальнят много, десятки я думаю, потому что...
вешают сразу же, чтобы ты знал, на всякий случай. Не, ну зачем Причем- материал переводить? Нет, Сначала надо он настройку. послал их, нет. Вот они поехали воевать, причем они поехали воевать, они воюют остервенело. Они не останавливаются перед тем, что по ним открыт огонь, их убивают. Ну, это же как за родину, за Сталина. Тоже Примерно- дураки же были в нет, советское там время. патриотизм Под был. танки А здесь-то бросались какой там. патриотизм? Ты в чужую страну приехал в чужую. А, вот И еще наша против чужой- гостья хочет что-то сказать. Насколько я знаю из тех материалов, что сама изучала, Мгм. в 16 лет они оказываются в армии, там Мгм. ведется огромная идеологическая обработка, и в армии там служат не год и не два, Лет вот 20. не 20, но в любом случае лет 8-10. Нет, больше. Вот. И за это время ограничить человека в военной части от информации можно очень легко Вся страна. и очень надежно. Да, Не, ну я да. читал о том, что вот там самый идеологический у них сильный враг это вот эти южнокорейские дорамы. И Япония. Нет, но я имею в виду, что там даже скорее не обработка какая-то идет, а вот, знаешь, эти фильмы на флешках распространены там и так далее. И вот люди там за просмотр южнокорейской дорамы, вот этой, ну, это, я не знаю, вот азиаты, наверное, любят такое, когда там из одного в порожнее переливается, это все тянется. То, что, например, в европейском каком-нибудь кино проходит там в течение там 5 минут, это может быть растянуто там на несколько десятков серий. И вот эта, говорят, система, она сильно там, ну, якобы подтачивает. С другой стороны, я вот спрашивал старшее поколение, вот вы в совке смотрели эти фильмы там различные, с Франции там и так далее. Я говорю, ну, вы же видели, что как они там живут богато и все прочее. А ответ был простой, а мы думали, что это только в кино такое у них. Не, ну, то есть, согласитесь, то есть это действительно, ну, я думаю, что корейцы северные, которые вот эти дорамы смотрят, это, ну, просто качеством получше и так далее, но они думают, что это специально для кино такая придумка. То есть, насколько велика пропасть там, значит, и вот любого этого северокорейского солдата можно идеологически отработать. Ведь их же туда посылают, и там какой-то украинцы дневник опубликовали этого, значит, северокорейского солдата. Ага. Настолько изолированная страна Северная Корея, там был один раз, несколько дней. Это мы по работе ездили, когда я вот работал главным врачом. Так вот туда приезжаешь, ты даже не общаешься с корейцами. Тебя никто не... Ты что, в Северной Корее работал? Там тебя никто не подпускает с ними общаться вообще. Вот вы приехали по такому-то вопросу, вот вы этом вопросе сделали, все, до свидания. А чтобы пойти вот с человеком поздороваться, здрасте, я из России, вот вы кореец, расскажите, это запрещено, и этого невозможно. Тебя сразу же, тебя вместе с ними еще в тюрьму посадят. Понятно. Если хотите экскурсию, берите экскурсовода, идеологически подготовленного. Не, зачем это у них Ну ладно, про как и в Северную России. Корею слишком почти уже Да. 10 минут болтаем. Давайте к нашим баранам перейдем. Давай. Что вот на этой неделе еще такого приключилось? Вот Татьяна говорит, что там что-то в Белгородской области, что-то какие-то новости. Прям свежачок, что там случилось? Ну, не сказала бы, что свежие, потому что взяла я их тоже из наших мигрантских СМИ. Мгм. Но там просто то, что я успела посмотреть, это в Белгородской области идут боестолкновения на границе. А может быть и не только, пока что новости прямо вот точные какие-то не дают. Видимо, ждут, когда чего-то достигнут. Но, в общем-то, Украина, она провела сейчас недавно хорошую спецоперацию, значит, по этому Энгельсу, где разводили. располагается аэродром с этих так называемых стратегических бомбардировщиков Ту там что-то, который на самом деле является советской копией, значит, американских вот этих В-29. Стратофостер или Стратокастер, я уж не помню, как они называются, с турбореактивными двигателями. И, в общем, что самое главное, даже не самолет уничтожили, а уничтожили экипаж, подготовка которого занимает и время, и стоит достаточно дорого. Тем не менее, вот глядя на всякие вот эти путинские академии, которые ежегодно выплевывают там больше 10-20 тысяч, значит, офицеров. Ну, конечно, то есть, а в советское время сколько их производили? Вот ты же, у тебя что же военно
военно, как ее специальность-то? Да. Как она называется? Военно-учетная. Военно-учетная специальность. То есть и бабушка у меня, помню, нашел ее там в военник, она там какой-то подполковник или полковник медицинской службы была, я такой к ней подошел, я говорю: "Ты что, в армии служила?" Она говорит: "Ну, было время, когда вот ну, главный врач больницы, он автоматически какую-то должность получал, короче. Ну, То есть, так же, как любой директор завода. да, и поэтому тут ничего удивительного нет, что вот как бы в таких странах типа Совка там половина населения было какая-то так или иначе дополнительная в эту военно-учетная специальность. И как бы сейчас вот эти договоренности с Трампом, да, были, мы их в среду не обсуждали, но тем не менее, что там, что Так они можете только по ним вот сказать? В среду общались с Путиным. Ну да, там вроде как Ну, какой-то... Путин вроде, Чё потому там? что новости идут вроде того, так как Путин Трампа хочет обмануть. Ну, а кого Путин не хочет обмануть? Он Ну, обманул не, 120 вроде миллионов. как у него с Трампом получается это. А что получается? Ну, то есть имеется в виду, он Трампа дурит, и никакого соглашения на самом деле Видишь, нет. он выступает, говорят же там про прекращение огня, там временное, а нужно не прекращать. Украинцы подписали бумажку, что прекращаем огонь. Ну, там с делегацией с американской. А Путин ничего не подписывает, а просто стреляют каждый день. И всё. Не, ну это понятно, они стреляли Ну, а еще он и же не в... подписывает ничего, с ним Подожди, в говорили. 21 Он и сказал: 22 году они я обстреливали хочу Мариуполь. мира. Он говорит: я хочу мира. Но Так. стрельба не прекращается, а Трамп его пытается немножко так оправдывать, что да, вот он стреляет, ну вот там то-то, то-то. Ну, на Понимаешь? самом деле, там же это я понимаю, что Трамп затеял своего рода такую игру, чтобы Вову Путина как сильного мужичка, да. Ну, там же была вот в самом начале войны еще, там даже, когда, ну, собственно говоря, вот казалось, что там Киев все уже там в клещах, сейчас войдут русские войска, там какие-то Так они ДРГ, уже, там и да, все почти прочее, вошли, короче. да. Когда все это дело, и они быстренько укатились обратно, там из Сумской области, из других Отовсюду. районов, из части Харьковской области. Там даже уже, я помню, Харьков обстреливать начинали, там какой-то вот прям с градов с Белгородской области лупили, короче, для того, чтобы просто, ну, начать панику там в Харькове. Понятно было, что в Харьков трудно было заходить, это все-таки 5-миллионный город, там опасно. Сильнейший бы гуманитарный кризис случился. Но вот и тогда вот появилась, значит, мысль еще такая, ее там пробрасывали, что теперь Путин будет затягивать войну, потому что он, значит, теперь не будет заключать никакого перемирия, там никаких вещей. По той простой причине, что вот он должен играть вот этого, значит, роль вот этого диктатора, и он после начала войны, он должен какие-то приобретения получить для того, чтобы оправдаться перед вот этим собственным, значит, режимом, да, перед тем, кто его поддерживает, перед этими миллионами ватников, которые также Путина поддерживают в этой захватнической войне. И вот скажи, ну, допустим, вот сейчас в интересах ли Путина, ну, мы вот чисто про геополитику, мы тут Путина все не любим и не поддерживаем, но вот, допустим, Путин соглашается на перемирие, значит, даже там войска какие-то отводит. К чему это приведет, по твоему мнению, Приведет Сергей? к тому, что на второй день Путина уже не будет, если он это сделает. То есть ты считаешь, что Я у не него считаю, я диктат... уверен. А кто его? Свои же. А кто свои? Ну, Ну, круг очертим там да, это. круг, ну кто? Шойгу Не. с каким-нибудь этим. Ближайший, Или это ближайший круг его, включая вот эти Чемизова КГБшники? первого. Чемизова Кто первого. такой Чемизов? Это олигарх какой-то же, да? ВПК, да, который Ага. главный ВПКшник ихний. Причем такие деньги. Чемизов. всем- Знакомое Да, имя. такие деньги на этом всем Мгм. делаются. И тут раз Путин говорит: все, мир, деньги не делаются, что ли, больше получается. Мгм. Всё, Путина не будет сразу. Ну, я вот про это говорил, о И том, плюс что... Путин же им Ага. дал возможность: воруйте сколько хотите, главное производите снаряды, и мы воюем дальше. Ну, вот Без слушай, войны он погибнет сразу же. Он без войны а как он без- 25 лет просидел и не погиб? Так а война все 25 лет идет практически, если ты помнишь. Чеченская, Ну, да, потом да, да. грузинская, Да, да. потом крымская, Да, да, с потом перерывами. донецкая. Мгм. Да, какие там перерывы.
В 2020 году он Беларусь чуть не взял Да. своими этими. Нет, я тебе говорю, и все. А Сирия, Прокси. это не война? Сирия, да, Ну все вот. верно, все верно. Поэтому без войны он погибнет сразу же. Его КТО вот на Кавказе. Да, его сразу Оно же вообще практически не прекращает, прекращалось. да. И Да. потом без войны он не может. Он без войны как без хлеба. Все. Да, именно поэтому он настраивает аудиторию, а это сейчас правда, в России действительно настраивают аудиторию информационно Мгм. на затяжную войну. Да. Да, и судя по всему, вот тут я еще прочитала такую Ага. интересную вещь у аналитиков. Сообщается, что Путин напрямую заявил российским бизнесменам готовиться к затяжной войне и не ожидать, что Запад быстро снимет санкции. Эксперты говорят, что все эти заявления – сигнал внутренней аудитории о том, что война будет затяжной и что Россия не заключит мир быстро. То есть, Ну, короче, друзья мои, сейчас случился отскок доллара. Ну, не потому, что там экономика стала Да, сильнее, а это там это все связано с тем, что Германия, значит, приняла законопроект, согласно которому, значит, она будет имитировать евро, ну, фактически включит печатный станок, они там какой-то лимит увеличили, и это обрушило вот эту связку евро-доллар, и доллар начал дешеветь именно потому, что евро уже начало со вчерашнего дешеветь. дня он снова стал дорожать. Да, ну, короче, смотрите, ситуация такая, что белорусы, вот они молодцы, они всегда знали, что там, ну, полагаться на эти зайчики, я помню, еще зайчики были же, помнишь, Да, эти белорусские рубли и так далее невозможно, и они все в доллары переводили. И вот кто не дурак в России, он тоже, то есть любую прибыль, любой остаток он в доллары переводил, тот в итоге, по идее, выиграл. И поэтому я вам говорю, что если Путин такое объявляет, что там затяжная война, ждите, вклады будут арестованы ваши, любые, все, что у вас на счетах есть. Поэтому постарайтесь их сейчас потратить в какие-то необходимые вещи, потому что будет кризис с продовольствием, это безусловно, потому что если даже в совке там худо-бедно датировалось очень сильно сельское производство, там можно было с деньгами или с бутылками водки поехать куда-нибудь в село и там сейчас телятинки взять, там гусятинки или еще что-то в этом роде, сейчас такого нет от слова совсем. А еще не ввели санкции на бразильское, там, на всякую австралийскую кенгурятину там, и так далее, что там активно Путин в начале 2000-х годов ввозит. Да, вот это мясо для собак и все прочее, и в конечном итоге этим мясом кормят вас. Поэтому я говорю, что если бы США действительно хотела вот этот конфликт быстро переключить, они бы полностью заблокировали санкциями, своими даже внутренними санкциями. Экспортируешь, значит, в Россию мясо и так далее, Америка рынок закрывает полностью. Вот так это работает. Поэтому тут вот ситуация такая, готовьтесь к самым худшим вариантам, потому что вот, ну, Сергей, я вот тут рассказываю, мне такую байку рассказали о том, что типа вот когда только это все дело зашло, вот это все СМИ буквально ватные вот эти, что вроде как дали такой, знаешь, на тонкого такое прокинули, что, мол, население, что вроде сейчас вот все прекратится, перемирие будет и так далее, типа, и Трамп действует в интересах России и все прочее. И это обернулось тем, что они вот не добирали этих людишек, которые бегали, а в итоге оказалось, что все поехали в Москву, те, которые еще раздумывал идти или не идти на СВО, поехали в Москву, их там устроили какими-то чиновниками или еще кем-то, и, значит, вот этот баланс этих мобиков, которых не хватало внезапно, да, и они там использовали этих всяких коллег, у кого руки, ноги нету, у кого там голова прострелена в 5 местах, их, значит, загоняли снова, да, вот на эти мясные штурмы, а теперь этого барахла, как говорится, навалом стало. То есть хитро, да, сделано, то есть вот как говорится, вот эти всякие мирные инициативы, так называемые, в итоге пошли на то, что Путин таким образом вот эти недостатки собрал. Как ты думаешь, это вероятно? Ну, то есть это так на самом деле было, или просто это там временные циклы совпали, так скажем, какие-то? Я не могу ничего сказать. Но то, что постоянно собирают на войну, они это однозначно. И на сегодняшний день... Сергей, пододвинь поближе, тебя плохо слышно. На сегодняшний день на территории Украины находится количество военных российских 600 тысяч. То есть это группировка, да? Да, 600 тысяч. И
200, по-моему, с лишним тысяч за пределами Украины. По-моему, 2000-ю группировку собирает сейчас Путин в Белоруссии. Поэтому то, что ты сказал, 200-тысячную? да, 200-тысячную. Поэтому то, что сейчас ты говоришь, там они собирают там, без ног, без рук, они сейчас собирают все. Ага. Ну, он же каждый день стал эту Одессу бомбить. У него задача прийти в Одессу. Ну, Одесса, там порты, видишь. Не только они порты, там и Молдова. кошмарят. Там еще Молдова. Так а я вот все Там думаю, Приднестровье. ну, и ну, я Молдова. думаю, а что это Приднестровье давным-давно не аннексировала Молдова вследствие каких Ну, причин? видимо, сильно. Я так думаю. Нет, Ага. возможно, боятся. Хотя бы, если бы они попросили украинцев, они им помогли, они могли уже давно. Там русских всего военных в Приднестровье, я не знаю насколько точно, но я слышал такую цифру, что там что-то до 10 тысяч человек всего разбросанных по Приднестровью. Поэтому, если бы, в принципе, если бы Молдова захотела, Так а они там, получается, 3 года без ротации, что ли, сидят? Как они они там там сидят с попадают? 92-го года. Не, с 92-го года понятно, но их Без же как-то ротации. ротировать надо, короче, или они там живут просто. Я думаю, они там живут и Ага, нормально ясно. всё. Что белорусская общественность поэтому узнает? Есть ли какая-то инсайдерская информация, собирает ли Путин группировку в Белоруссии? И готов ли батька вот, значит, попереть на Украину? В Украину. Он страшно этого боится, Мгм. потому что, во-первых, вся страна против. Мгм, Люди не хотят воевать, им это нафиг надо. мгм. Согласен. Армию разоружили еще, когда Россия выгребала остатки техники. До начала Мгм. вторжения в Беларуси из 4 транспортов военных на ходу был 1. Мгм. Это казалось и танков, и БТРов, и всего остального. 1 транспорт из 4. После этого Путин выгреб все. Лукашенко все отдал. Чтобы не воевать самому. Люди воевать не хотят. Половина Генштаба воевать не хочет. Ну, это как минимум. Если 2000-ю группировку будут собирать, мы как минимум будем знать просто из открытых источников, где она собирается, куда они едут, как они едут. Тут даже не через Матулька, если знаете, вот был район, который сообщал информацию из Белоруссии, собирал передвижение военной техники. Так, в общем, мы это даже без Гаюна будем знать. Так а там американский спутник, наверное, давным-давно висит и собирают, отслеживает. Они группировку собирают, прогуглите, и вы сейчас прочитаете. Дорогие Вот, я же зрители, говорю, прогуглите обязательно Открытая эту Это информацию. всегда открытая информация, потому что даже Генштаб не дает, ну, может не дать Нет. просто переобучаемым офицерам расписаться за тайну какую-то, гостайну и прочее. То есть люди просто будут ходить по городу и рассказывать, что у них в учебке происходит. Нет, там дело в том, что это же он собирает группировку русских солдат, не белорусских. А наши будут обиженно рассказывать, что там что-то происходит, а их куда-то переводят. Нет, А есть вообще Они такая правы. информация, сколько белорусов, просто там же открыто любой может, белорусы все против. подожди, может любой приехать в Москву и мобилизоваться. Есть ли вот такие товарищи, которые там, значит, вместо того, чтобы изучать кодинг и ехать куда-нибудь в Варшаву, ну, работать в IT-сфере, короче, решили вот по такой стезе пойти Я там. думаю, Ну, За сумасшедшие везде триединой, есть. как триединая, как-то там Русь, короче, вот что-то типа такого. Есть же такие Ну, представители. сумасшедшие есть везде. Ага. У нас есть, например, одна пропагандистка. Белорусское казачество восстало. Ой, у нас есть так называемое инфоказачество. Мгм. Инфоказачка Бондарева – это такая неприятная женщина, которая старается всеми силами завести как можно больше уголовных дел на Да, деятелей да. белорусской культуры Мгм. и людей, которые хоть что-то интересное делают в Беларуси, вообще из белорусской Так, а что, истории и так далее. табакерка ее? Табакеркой бы хорошо. У нее Ну. связи в МВД очень большие. Да, приструнить пока не получается, хотя обычно чиновники, которые повыше, если она лезет, они ее на место усаживают быстро. Всех, кто Ну, чуть ниже понятно. рангом, от нее перепадает. Вот мы тут на днях общались со знакомой, она говорит, слушай, найти бы какую-нибудь ведьму, чтобы она ей молнию от розетки наколдовала, потому что ну невозможно это. Ну, ясно. Ну, я так, понятно, там в Беларуси режим, он фактически там на короткий промежуток времени белорусы вздохнули воздух свободы, потом выбрали себе зачем-то этого Лукашенко, потому что не хотели какого-нибудь партийного деятеля. Ну, и вот Лукашенко, как говорится, испортился. Это вот тот, кстати, вот в Бурятии та же самая тема.
Это, видимо, общее такое было, знаешь, в перестроечном пространстве, когда начали вытягивать этих всяких там людей от народа, от Сахи, этих председателей колхозов и так далее. У нас весь Урал вот этот сейчас, он в этих представителях, значит, этих председателях колхозах, которых назначили, кстати, на излете вот эти 89-й, 88-89 год, которые потом эти колхозы все разворовали, благополучно все продали, там, значит, вылезли в кэш, киданули на паи там кучу вот этих несчастных людишек, но кому-то там, значит, тоже перепало с барского стола. И в итоге мы имеем в Бурятии абсолютно полностью разрушенную систему сельского хозяйства. В итоге имеем вот этих вороватых людишек, которые не имеют... Ну, то есть, если один подход украл, продал, кого-то надурил, получил какую-то субсидию с государства и так далее, работает, зачем что-то выдумываете? Соответственно, у нас вся экономика, вот, ну какую экономику могли эти товарищи построить? Слушайте, И вот ну, то же самое, только в большем, наверное, формате в Белоруссии произошло, когда вот, значит, председателя колхоза выбрали в президента, и вот, как говорится, получили себе диктатора. А что ты думаешь, вот, допустим, да, Путин, ладно, вторгнется мгм. с территории Беларуси, это поднимутся там, Белый легион, там вот Ну, Белый легион уже практически весь Костусь здесь. Калиновского там и так Я с ними далее, каждый день перейдут ли здороваюсь. границу, значит, скинут ли режим Лукашенко, или он еще плотнее будет сидеть, На или самом- Путин что сделает, он его Нет, на просто самом деле скинет, народ просто, как обычно, Колю посмотрит на это поставит. все, включит режим партизана, Да. и опять где-то, ну да, будет там он уже заранее Мгм. стоять и охранять шкафы на дорогах, но кто мешает их замыкать где-нибудь в лесочке, какой-нибудь проволокой или чем-то еще. Но, кстати, тут в этом отношении не надо думать, что белорусы не сопротивляются. Например, все вот эти знаковые, значит, террористические акты, которые были в Бурятии, например, это дело рук белорусских патриотов, так скажем. Там вот знаменитый, значит, этот подрыв у нас есть там Муйский тоннель И туннель на Баме, да. Ну, а там, конечно, чтобы его взорвать, там нужно было, конечно, побольше как его, взрывное устройство. Но, тем не менее, это шуму наделало. И там даже у нас есть такая этническая группа так называемых русских, семитюхи, и они в своей среде начали, значит, там разводить такое, они бурятофобные сами по себе, нацисты фактически, и они, значит, в их среде начала, значит, бытовать версия, что на самом деле взорвал бурят, а белорусы придумали, мол. Хотя, ну, я охотно верю, что это просто... Ну, бывают такие люди, авантюристы, знаешь, которые вот это, адренохромщики их так называют, которые любят этих всяких, значит... Ну, я потом, ну, знаешь, некоторые люди, они любят вот эти взрывчатки собирать там туда-сюда, короче, так что неудивительно, что таких людей много достаточно в интересах украинской разведки действовали. Но вот сейчас 19 числа, как раз мы вот в этот день обсуждали, прошел форум свободных народов пост-России. Я вот являюсь, значит, в 2 или в 3 бурятских организациях состою, которые признаны террористическими, согласно, значит, последним там данным, да, внесены в список террористов. И, ну, там, да, я немножко покритиковал, что там совершенно какая-то маргинальные карты начали рисовать и так далее. Ну, как бы это возможно, конечно, ну, совершенно там представители каких-то там непонятных движений, которые вообще в принципе не разбираются, что там внутри России происходит, какие взаимодействия или еще что-то есть. Ну, это так. Ну, а как может она распасться, да, когда, ну, нужно же какие-то действия предпринимать для того, чтобы... Вот в свое время поляки, чтобы освободить, значит, родимую Польшу, они вот придумали, пошли в Конгресс, несколько журналистов, несколько деятелей польских сказали, что нам нужен рупор, нужна радио свободы. Ее, собственно, создали, сейчас ее, правда, прикрыли американцы. Ну, мы как в среду разговаривали, кто, может быть, пересматривал наш эфир, там мы сошлись во мнении, что это американские деньги, американцы вольны с ними поступать, как они хотят. Хотят они эту радио свободу финансировать, будут. Не хотят, они ее закрыли. Другое дело, что я вижу причины в том, что ее закрыли, потому что вся эта радио свобода и так далее, это инфильтровано, особенно русское подразделение, которое на Россию действовало, инфильтровано
агентами не путинского режима, не КГБ, не ФСБ, а агентами русского мира. То есть вы понимаете, что это гораздо шире, гораздо больше. Вот эти вот все твари, которые меня поливают, типа вот этого мента, который здесь в Варшаве сидит и который скоро депортируют, это тоже агент русского мира. И я всегда говорил о том, что задача национально-освободительных движений какая? Не Путина сбросить, не против войны выступать, а сбросить русский мир, разрушить русский мир. Без этого никак. И вот мне кажется, тоже в Беларуси такая проблема, что вот не думают, что лукашенковский режим это часть именно вот этой более глобальной системы русского мира, да? То есть тут можно включить просто мощную русофобию, как это было, значит, в самом начале вот этой деятельности Радио Свободы, короче, и прям вещает 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней на коротких волнах, говорит, что дорогие жители оккупированной Бурятии, вы здесь проживаете временно. Ну, я помню просто там китайцы, значит, ну, да я до сих пор иногда слушал там, когда находился, китайское радио на коротких волнах. Оно до сих пор, кстати, работало, вот КНРовское. Правда, они перестали говорить, что вы там живущие на временно оккупированных территориях. Но некоторые передачи очень интересные были. И я понимаю, почему, собственно, Радио Свобода в 90-е годы, когда, значит, Америка на пике своего могущества находилась, выиграла холодную войну, они не закрыли, потому что, ну, это дешево было тогда содержать. Ну и как бы тех старый конь борозды, как говорится, не портит, ну и что там, какие-то копейки выделяет. А сейчас уже смысл весь потерялся, потому что та же пропаганда через ТикТок, через Фейсбук, через YouTube, она прям домой приходит. А скажите, много ли там в Бурятии или где-то в России там даже просто приемников, которые короткие волны ловят? Ну нет, конечно, то есть это работа в никуда. Или, допустим, какой-нибудь примитивный Буритос или какой-нибудь Ванек, что он открывает сайт Идели Реалии, там читает эти огромные статьи, которые написаны для интеллигентов. Ну, для интеллигентишек там. Я думаю, что даже сейчас чиновники боятся на такие сайты заходить, там что-то читать и смотреть и все прочее. Ну, и к тому же они заблокированы. Поэтому я думаю, что Маск, он правильно расценил вот эти угрозы, да, что, в принципе, они, в принципе, путинскому режиму не страшны, они укрепляют, наоборот, позиции русского мира, да, ну, как бы другого, там, антивоенного и так далее. Но я считаю вот антивоенную позицию русским словом блядство, потому что она такая очень хитрая позиция, что вот мы против войны как будто бы, да, но я помню вот это вот все вот эти наши бурятские, там, якутские, тывинские инфо-цыгане, они там тоже себя антивоенными активистами объявляли там и так далее. Я говорю, ну так что, ВСУ будем помогать, собирать дроны? Нет, ну мы же против войны. То есть, ну, удобная очень такая позиция, когда вот можно себя антивоенным активистом создать, но приехать получить гуманитарную визу, приехать в Европу, но на международное убежище не податься, потому что, ну как, надо же ездить там квартирантов в Москве проверять, там катаются они себе, антивоенные активисты, и в Москву, и в Путинский. Это никто их там не арестовывает, никому они нахрен там не нужны, но при этом здесь вой, крик, там, что вот там, да что так долго, вид на жительство не дают и так далее. Хотя те на что давали-то? Вот сейчас то же самое там происходит где-то в Испании, там каким-то 50 этим персонажам не дали, значит, вид на жительство, а они заехали по гуманитарным визам. Это какие-то навальненки какие-то там вот такие. Ну, знаешь, там же была такая система, что в начале войны там вот эти вот организации всякие правозащитные, так называемые, да, которая занимает исключительно под видом гуманизма занимает охранительную функцию, да, вот этих режимов диктаторских. То же самое там и с Туркменистаном связано. Вот наш предыдущий товарищ Сердар Хаджанипесов, я как-нибудь его приглашу, поговорим по поводу того, как против него работают так называемые правозащитники из этой туркменской хельсинской группы. И вот они навыдавали своим родственникам, там, знакомым и так далее, ну, как бы этих таких охранительных писем. Вот эта вся мразь эта вся заехала в Германию, понял? Вот, и потом оказалось так, что такая мразь заехала, когда выдавали просто вот так, ну, за красивые глазки, как говорится, которые там, ну, знаешь, такие, ну, всякие мажоры, там, вот эти
всякие свободных профессий, эти людишки там и так далее. Они завезли, естественно, большие суммы денег туда, там квартирки себе покупали и так далее. А потом в итоге те люди, у которых есть реальная опасность, есть преследование, но они не такие, так скажем, распиаренные, бедные сидят в Грузии и ждут там по полгода, по году, значит, эти гуманитарные визы. И до того дошло, что Германия в свое время вообще хотела отказаться выдавать россиянам гуманитарные визы, потому что, ну, такое, сразу они все там на велфер прыгнули, на всякие дела, при этом никто из них не подался практически на международную защиту, что им там говорят, потому что, ну, опять же, можно же кататься туда-сюда, что они успешно и делают там. Понимаешь? Ну, просто им стало некомфортно, вот они, у них как бы антивоенная позиция, понимаешь? Но с Рашки теперь сложно стало выезжать, а в Германии все рядом, вот они там ездят во Францию, там кушают, обедают, там, значит, на каких-то этих стендап-комиков ходят и все прочее. Кстати, вот что там было с этим, с какого-то стендап-комика, который над инвалидом пошутил. Да, его там белорусы приняли, там что-то поколотили, якобы ему там позвоночник сломали. Да ничего ему не сломали. Ну, лукашистские силовики его побили, это побили, серьезно побили. Да, Вроде как сломали пару ребер. Да. И трещина, кажется, трещина в позвонке. Ну, то есть метелили его хорошо, традиционно. Не, а как хорошо. это определили трещину-то? Я вот рентгеновский снимок сделали. Да, на рентгене видны повреждения. То есть, вот, ну, представим ситуацию, да, ну, вот эти все либеральные, вот эти охранительные всякие там СМИ, да. А когда они мы успели рентген-то сделать? Вопрос. Ну, как, его побили, а потом... Побили, а потом сделали рентген, а потом это вся отправили информация. таки в Россию. Я более чем уверен, уже что это просто такой выброс со стороны этих, значит, потому что если бы позвоночник сломали, он бы просто ходить не мог. Да нет, нет, трещина это немножко другое, это просто гарантированное. Ну вот сейчас у нас ортопед, не ортопед, хирург. Позвоночник по-разному можно сломать. Так. Я видел просто в интернете фотографии, он поднял рубашку, спина, у него вся спина красная. Его дубинами там били, видно прям полосы от дубин. И все, и как-то позвонок. Причем это не грипп. А этот позвоночник у него, что эти отростки. Но меня с другой-то стороны веселит, короче, что да, вот, ну, путинский режим как хитро поступает. Они же подослали, кто фото-то делал? Какая-то уполномоченная по правам чего-то там, короче. Карманная абсолютно. И вдруг это все в СМИ вылазит, что вот посмотрите. А на что это идет-то? На то, что вот вроде как права-то заключенных в Рашке-то соблюдаются, понимаете, допустили, да, это, ну, то есть это такая игра. И вот эти, я говорю, все вот эти псевдоправозащитники всякие разные и так далее, их режим специально насостряпал для того, чтобы, ну, вот, каким-то вот этой леволиберальной вот этой всей массе в Европе и так далее показывать. Ну, смотрите, а там же все есть, там же на бутылку-то не садят, пыток-то нет. На самом деле европейские чиновники знают прекрасно, которые связаны с расследованием всех этих дел. Они прекрасно знают, что происходит в Беларуси, они прекрасно знают, что происходит в России. В данной ситуации для них это просто демонстрация того, что лукашистский режим позволяет себе избивать иностранцев вот просто так, граждан другой страны. То есть для них если это частная инициатива, нет, просто вот этого дурачка какого-нибудь, ОМОНовца? В любом случае, если никого не накажут, и если это все заглушат, а это уже пошло в ту сторону, что сейчас российские власти ничего с этим не будут делать, естественно. Ему срок дадут этому. Ну, там что, дискредитация, там 5,5 лет, там штрафом может расследовать избиение не будет никто. Ну, это естественно. Ну, побили тебя. Ну, а что ты к ним лез? Вот такое вот, знаете, как в подворотне. А что ты лез? С другой стороны, мы как-то странно, я вот начинаю... Срок грозит до 5 лет. Ну. За то, что он на ДСОшника. Так а что он попер в Беларусь-то, я не понял. Там уже всем давным-давно известно, что через Беларусь... Беларусь это, как его, лучше не ездить. В Беларусь действительно лучше не ездить, потому что даже когда как только началась мобилизация, в Беларуси ломанулись российские мужики. Ломанулись массово, ходили счастливые, в транспорте разговаривали с местными, хвастались, что они вот из России, вот они там сюда уехали, чтобы, не дай бог. В это время в новостях появляются материалы о том, что в Беларуси начали накрывать вообще, в принципе, всех иностранцев, до кого могут дотянуться, и всех волочь, что называется, на опознание. А имеете ли вы отношение к России? А может быть, вас туда сейчас быстренько сдать?
То есть Да. я сижу в трамвае, читаю это просто вот новость в телефоне, и в этот момент рядом стоит россиянин и хвастается, как хорошо, что он уехал из России, Из рассказывает соседке по трамваю, да, что он такой счастливый. Мне пришлось просто к нему аккуратненько на остановке подойти и все это аккуратненько ему рассказать шепотом. Потому что, ну, не хочешь воевать, беги куда угодно, но не воюй. Да, там ситуация такая, что я тоже, вот когда война началась, вдруг здесь в русской тусовке обнаружил вот этих детишек всяких этих Мгм. путинских же, значит, критиканов, но которые при этом там ведут бизнес, там получают бабки от этого путинского режима, довольствуются очень многим, находясь в Москве, там, знаешь, ну там целые династии, которые ничего Конечно. не делают, а за счет того, что они в Москве живут, там сдают какое-то жилишко, которое их дедушки, прадедушки, НКВДшники отжимали там и так далее. Ну, вот существует за счет того, что Москва это центр империи такие, ну, знаешь, как их можно назвать, иждивенцами. И они тут же быстро всю свою вот эту массу, значит, естественно, через так называемых правозащитников, через вот эти всякие фонды и так далее. Ну, понятно, что не за спасибо, а за контакты. То есть там просто так нельзя прийти, дайте мне эту гуманитарную визу и так далее. Ну, понятно, что это делалось с большим размахом, так скажем. И вот вся эта масса, которая приехала, они же тут, ну, может быть, единицы, которым грозит уголовное преследование, они здесь на международную защиту подались. А большая часть, она подалась, значит, на какие-то там, значит, виды на жительство, открыла вдруг внезапно бизнесы через Казахстан, через Узбекистан, Кыргызстан, значит, и занимается тем, что обходят санкции. Вот, к сожалению, мы фиксируем, и я фиксирую, что таких персонажей полно, вот таких особенно, которые, значит, причем самое интересное, что они в этом бизнес этой системе еще взаимодействуют с гражданами Украины, которые Да. сюда приехали, там, очень, то есть их как-то абсолютно и украинцев и так далее, ну, бизнес ничего личного, да. А Европа, мы знаем, ну, конечно, она хочет там дешевые удобрения, хочет там лес, хочет еще чего-то, и все это через Беларусь катится. И вот в связи с этим, значит, как ты считаешь, значит, вот это перекрытие границ, тут некоторые активисты перекрывали эти железную дорогу, которая с Беларуси идет там и так далее, значит, как это имеет смысл блокировка, чтобы вот это все, значит, якобы произведенная в Казахстане, Кыргызстане и так далее, все это, значит, продукция, так скажем, русскомирная, сюда не ехала. Как ты считаешь, это действенное? Я считаю, что это как минимум привлечение Ага. внимания к проблеме, чтобы это было расследовано, и если малейшее подозрение о том, что это действительно из России, все просто перекрывалось. Действительно, Ну так а разворачивали по в Москве. бумажкам-то все это дело, как бы все это, все там сделано, все Да, все это. можно проверить при желании, все можно проверить. Но, видишь, опять же, при желании, потому что действительно, как мы видим сейчас, значит, ОР стоит во всех странах Европы, в том числе в том, что, значит, как было хорошо вот до войны, значит, такое пробрасывается о том, что Ага. там дешевые там энергоносители из России, там, значит, бизнес можно было развивать, вот этот, содержать, значит, какие-то, ну вот, купил задешево, продал задорого, ну, то есть здесь, и очень в Европе такая система распространена, о том, что, ну, куча фирм прокладок, Мгм. и причем прокладок там может быть и до 5, до 10, короче, доходить, потому что До 60. да, нужно каким-то образом, значит, вот это дешевое удобрение из России продать. Ну, потому что сам факт, даже просто производство удобрения здесь в Европе, там в десятки, а то и в сотни раз дороже, чем нежели себестоимость производства где-нибудь в Челябинске, там где-нибудь, вот, в Уфе там и так далее. Значит, по поводу прокладок и нефти. Вот Ширяев, такой экономист, я прочитал буквально сегодня или... А нет, Липсица. И вот он конкретно дал цифры, что вот они нефть возят, везут с России нефть. И вот для того, чтобы ее очистить, эту нефть, и продать до 60 посредников. Угу. Представляешь, Но там какую-то эстонскую авиакомпанию, если я не ошибаюсь, уличили в том, что она покупала авиационный керосин в Рашке в обход санкций. Ну, тут тоже информация пролетала о том, что здесь крупная нефтехимическая компания полугосударственная, я так понимаю, Орлен, она в свое время тоже сделала кучу бабок на том, что купила там через посредников там чуть ли не у индусов нефть.
которая в нефть конечном... российская. Да, и они ее переработали и, в общем-то, эффективно даже продали, то есть сверхприбыли показали. Ну, то есть мы как видим, на самом деле, что всегда существует обход санкций, и в этот обход там, значит, залезла, я вот даже сейчас хожу, значит, тренируюсь и как-то захожу, значит, в сауну, и там, значит, сидят два персонажа, один поляк, другой азиат какой-то, ну, на английском разговаривают на ломаном. Я понимаю, что, судя по всему, вот азиат, он там так или иначе русскоязычный, потому что есть определенные там критерии, по которым можно определить. И вот он хвалился, как он с Кыргызстана возит, значит, в обход санкций и так далее, в Польшу какие-то товары, что там, как это здорово стало, что кыргызстанские предприниматели вот начали, значит, какую-то денежку вот на такой. Но я не думаю, что он очень крупный экспортер, так скажем. Но что-то, видимо, возит в силу, и ему хватает здесь. И ему хватает. Но на самом деле это просто по бумажкам. То есть кыргызский экспортер там, он здесь, значит, там, чтобы поляки видели, что там это действительно кыргызстанец какой-то и так далее. Хотя я так понимаю, что влияние вот этого русского мира, оно если даже, ну то есть совка нет, но и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Узбекистане, мне так кажется, что влияние вот этого русского мира, оно усилилось, потому что если раньше это была такая типичная имперская колонизация, да, потом в советское время эта колонизация изменилась, стала, значит, такой пролетарской индустриальной колонизацией, то теперь это чисто финансовые интересы. А финансовые интересы, как мы знаем, они гораздо более крепкие, так скажем, более въедливые. И когда, я помню, мне один из узбекистанских оппозиционеров рассказывал о том, как, на чем зиждется путинская власть там в Узбекистане, он говорил о том, что все, кто вот завязан при власти, они имеют так или иначе какое-то производство внутри России, которое приносит хороший доход. Оно все современное, кстати. Современное производство, это не какое-то что-то доживающее там свое. И на этих заводах работают именно представители, ну то есть те, которые имеют долги, мы знаем, как центральноазиатская миграция выглядит. Никто добровольно не едет. То есть это обычно вот в Узбекистане, значит, есть такая схема, значит, с луком связанная, да, то есть люди берут лук, значит, берут кредиты для того, чтобы его вырастить, в конце сезона продать в Россию под видом казахстанского лука, значит, и с этого какой-то, ну, процент иметь. Но часто бывают болезни, еще там что-то, лук вымирает, раз, два, сложная обработка, вот эта земля должна отдохнуть, они должны земли еще привести там и так далее. Часто бывает такой бизнес высокорискованный, они попадают в кредитную кабалу, и чтобы ее отбить, вынуждены ехать в Россию. Тут то же самое, такая же система, то есть они едут на эти предприятия, узбеки, значит, отрабатывают долг, а прибыль, которую это предприятие производит, она вот лучший, так скажем, проводник русского мира, нежели чем какая-нибудь там 20 или 30 тысяч значит, русских поселенцев где-нибудь там в этих республиках. То есть таким образом Путин просто с вот этими финансовыми, значит, сетями, вот этим, значит, как бы отношением, как в Римской империи было, патрон и клиент, да, вот такая система, то есть патронажа, она имеет вот такие очень сильные, значит, и никто добровольно от такой, значит, дойной коровы не откажется, естественно, в этих республиках, и поэтому, с другой стороны, я вижу о том, что все больше возрастает значение Центральной Азии для России, потому что, ну, большая часть сейчас современных работников и вообще скоро, в принципе, население, да, в России, оно будет происходить из Центральной Азии, потому что там высокая фертильность у женщин, высокая фертильность, значит, очень молодое, значит, поколение, которое готово, так скажем, работать и готово там, значит, и которое, в принципе, культурно не ассимилируется слабо. Зато там, ну, я правда знаю, что Путина они там все уважают, мужики, по крайней мере. То есть это вот
То же самое, как в Америке, да, или вот здесь вот где-то, я помню, передачу какую-то показывали, какая-то полька, она говорит, что ну, наши где политики, мол, у них яиц нету, короче. А мне вот и Трамп, и Путин, типа, нравятся, потому что это мужики с яйцами, короче. Да, у Путина пропаганда очень сильная. Очень мощная, Очень. особенно здесь, в Польше, я Да удивлен, везде, что... не только вот по всему миру. Настолько сильно. Но вот Украине был шанс создать, значит, на построссийском пространстве Украина не дорабатывает, у них мощно... как раз надо пропаганду. Сейчас. Конечно, Очень конечно. мощно. Но, а пока из таких успешных пропагандистских систем, это значит то, что там орды бурят, значит, какие-то там страшные вещи совершают и все прочее. Но это, видимо, было рассчитано на, значит, по такой некой европейский правый движ, что они там приедут чуть ли там не как под видом крестоносцев воевать там и так далее. Но это не оправдалось. И потом у нас же там масса этих так называемых расследователей было. Ну, конечно, основной вклад это внесли американцы, которые планомерно и за большие деньги провели расследование вот по этим бучам, там всяким имперпениям. Ну, выявили одного бурята, одного калмыка, значит, а остальная это все русская масса. И мы вот как раз в среду, по-моему, обсуждали вариант о том, что право на жестокость, право на геноцид это исключительное право русских, Да. по той простой причине, что это имперское право. И каждый русский, он и внутри Бурятии, и внутри других национальных регионах, они же там готовятся, что если мы голову подымем, там, скажем, ну, какие-то совершенно мизерные права потребуем, короче, они готовы там нас геноцидить. Потому что вот было такое, что внезапно объявили там этот наш гауляйтер, метис Цыгенов, о том, что вот сейчас там мы вроде перейдем на бурятское образование. Там, значит, я говорю, какое бурятское образование? Только на русском языке. Не, оно имеется в виду, что там некоторые школы, если там 100% бурят учатся, естественно, почему там нет преподавания многих предметов на бурятском языке, например. А что ж какого перепуга-то? А я понимаю, по какой-то причине произошло, не из-за деятельности, как там некоторые либералы объявили, что это вот они, потому что где-то в ООН там или еще где-то пукнули, так слабенько, не дали такого шептуна нормального, да, так, ну, пукнули слегка. И вот они объявили, что это благодаря их деятельности, вот поворот случился у власти. Я говорю, как, конечно. Я говорю, просто... им нужно отчитаться, это чисто чиновники, там в 23-24 году какой-то закон приняли, который, в общем-то, ассимиляционные, значит, признаки носит, и по ним нужно вот хотя бы, чтобы в регионе было. Но это информационный шум, никто ничего не собирается предпринимать, потому что никакого бурятского образования от слова совсем нет, это просто русское образование переведено на бурятский язык, причем переведено очень хреново. И я понимаю, что в конечном итоге они просто через силы бурятского языка используют на пропаганду. То есть вот из этих школ бурятскоязычных выйдут самые оголтелые, самые примитивные ватники бурятские. И русскомирные, кстати. И вот в этом вся основная проблема сейчас состоит о том, что никто почему-то не борется с русским миром. И вот у Украины, ну, конечно, там уже там 15 или сколько, 20 этих форумов прошло, там какие-то там совещания, еще что-то, там книжки выпустили, ездят там настоящая такая, значит, как это, экспозиция, что ли, настоящие там узники, политические узники там путинского режима и так далее. Ну, больше ничего не делается абсолютно. То есть мы тут, как говорится, с голой задницей пытаемся там, значит, проткнуть шарик русского мира маленькой иголочкой, тыкаем, и ничего не получается. И, кстати, опыт в этом белорусских различных движений политических, он немаловажен. Почему? Потому что я как-то с одним знающим, так скажем, белорусом общался на эту тему. Он говорит, ну, сейчас вся вот эта миграция русская, так называемая, да, она повторяет ровно те же ошибки, те же грабли наступает, на которые наступала белорусская, так скажем, оппозиция. И методы должны быть, ну, условно говоря, диктатуру всякими демократическими методами не свергнуть. Вообще есть такое классное правило.
Если ты хочешь что-то сделать, чего ты не делал никогда, и боишься, что у тебя не получится, смотри, как это пытались сделать белорусы, учитывая их ошибки и их позитивный опыт. Считай все в долларах либо евро, и не ходи с букетами их. Сразу более радикально. Да. Ну, в общем, живе Беларусь! Ну, живи Беларусь, я говорю. Слава Украине! Не, ну там надо было ответить «живи вечно». Ну Живи ладно. вечно, живи вечно. В общем, Бурятия от Енисея до Амура. Бурятам бурятскую власть. А почему это Енисей? А? Да. А как? А как иначе? Все наше. Подожди, Я да, сказал, до Хабаровска. и у нас прям написано здесь. В книжке написано. Бурятия от Енисея до Амура. Подожди, аж до Хабаровска. В наши... Да все возьмем. Все наше. А все, что не наше, запишем в книгу и будет наше. Понимаешь? Так что, ну, на этой такой замечательной ноте мы с вами прощаемся, дорогие наши слушатели. Кто-то еще готов пару слов сказать или нет? Буквально 5 секунд. Сергей? Татьяна? Что сказать? Надо бороться. Не надо Да. не на словах бороться, а реально надо бороться. Да. С Путиным. Потом и кровью. Если, да. У Путина пропаганда настолько сильная, что он без оружия разоружил всю оппозицию российскую. Везде, во всем мире. Она вообще бесхребетная. Она никакая. Так просто. она же охранительная вся. Вся То есть, обычная. Поэтому ну, единственное, что она надо русскомирная, бороться. я тебе говорю. То есть Надо они бороться. стоят на основе русского мира. У них Путин просто плохой, вот не такой, да? И они эту тему продали тем же американцам. И вот эти американцы дурачки, особенно вот это из Демпартии, с фонда НЭТа и так далее, всех этих русскомирных, значит, охранителей, им там денежки давали. А по итогу Трамп пришел, наводит порядок вот в этой всей системе выдачи этой. И они все там взвыли. Ой, как это? Ой, ай, уй. Ну что, можно просто против Путина бороться в течение очень длительного времени, да, там какие-то правильные вещи, мол, говорить и так далее. А в итоге ничего не меняется. И режим только костенеет и укрепляется. Укрепляется, да. Вот и все. Поэтому можно еще сказать нашей замечательной аудитории, друзья, если вы можете сделать какую-то мелочь, не думайте о том, как это мало. Просто берите и делайте. И главное, не попадайтесь. Мой отец мент, и он меня учил. Делай то, что считаешь правильным и справедливым, и не попадайся. Ну, не добавить, не прибавить. Мгм. Так, с нашими радиослушателями я прощаюсь. Если вы Так. Надо Мекабу. языком. Ой. Сейчас это у нас этот... И главное, чтобы... А с вами, дорогие зрители, мы прощаемся традиционным методом. Повторяйте с утра, как встали с кроватки и как ложитесь в кровать, короче. Повторяйте: Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Лайк, репост, донат приветствуется. Всем пока и до новых встреч. Объясни мне, пожалуйста, друг мой. Сейчас, подожди.